В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. Как защитить памятники архитектуры от уничтожения? Как сохранить для потомков историко-культурное наследие страны? Как остановить процесс поэтапной утраты исторического облика наших городов? И, наконец, как уберечь заповедные зоны от пагубной хозяйственной деятельности человека? Эти вопросы по-прежнему чрезвычайно актуальны для нашей республики. На этой неделе в Сухуми прошла двухдневная международная научно-практическая конференция, которая была посвящена вопросам сохранения историко-культурного наследия. Абхазские и российские эксперты, ученые и общественные деятели обменивались опытом в сфере охраны историко-культурного наследия. Несмотря на плотный график, заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Георгий Сытенко пришел к нам в студию, чтобы рассказать о том, какие самые наболевшие вопросы в деле сохранения архитектурно-исторического наследия обсуждались на конференции. Интервью с ним будет немного позже, а пока традиционный обзор основных событий за неделю. Громкая проверка в Пицунда-Нюсерском заповеднике стала одной из главных тем недели. Президент Абхазии Рауль Хаджиба провел выездное совещание по фактам незаконного строительства в заповедной зоне на берегу моря. Всего на территории заповедника было осмотрено более 10 объектов. Президент поручил проверить, имеются ли у хозяев строений разрешительные документы. В случае же их отсутствия все незаконно построенные объекты указал снести. Между тем, экологи напоминают, что любая стройка в заповедной зоне строго запрещена, поэтому документы на разрешение строительства выдаваться не могут. В заповедной зоне возможно строительство каких-либо объектов? В заповедной зоне не только строительство невозможно, в заповедной зоне вообще невозможна никакая хозяйственная деятельность. Заповедник – это самая жесткая схема охраны природы, поэтому территории, которые попадают под заповедники, в них недопустимо вообще никакой хозяйства, даже сбор ягод, грибов и так далее. Подводя итоги совещания, президент Рауль Хаджиба сказал, что за ситуацию в Пицунда-Нюсерском заповеднике несут ответственность все службы. Надо четко определить, кто конкретно и когда выдавал различные документы на строительство, сказал президент, и поручил Генпрокуратуре в течение 10 дней подготовить подробную информацию по этому вопросу. Результаты прокурорской проверки фактов незаконной прописки в республике обсуждались на совещании президента с руководителями силовых структур республики. Проверка проводится, она еще не завершена, сообщил генеральный прокурор Зураб Ачба. Имеют место многочисленные нарушения практически во всех городах и районах Абхазии. При всех администрациях созданы комиссии по прописке, которые возглавляют главы администрации. Фактически эти комиссии не работают, ни одна из комиссий не работает. Осуществляют паспортные столы, осуществляют прописки и выписки внутри районов и городов без решения этих комиссий. Комиссии созданы формально, они не отвечают тем требованиям, которые должны соответствовать их положению. Если это касается деятельности отдельных лиц и выявить их, я думаю, это просто элементарно, то эти люди должны нести соответствующее наказание. Правоохранительные органы сообщили о раскрытии 2 преступлений. Раскрыто нападение на супругов Чолокян в Сухуми и громкое двойное убийство в Галском районе. Курортному сезону посвящалось выездное совещание Кабинета министров в Гагре. Безопасность туристов, качественное питание и чистота. Именно эти факторы влияют на количество отдыхающих, сказал министр по курортам и туризму Автодил Гарский. Наши основные бюджетообразующие объекты туризма, Рица, Новый Афон, курорт Пицунда и другие объекты размещения показывают в разы больше, чем прошлые годы. Наша НТК, государственная национальная компания, готова к сезону. Объединенных 5 экскурсбюро, автобусный парк готов. Он сообщил, что министерство разработало и запустило мобильное приложение, благодаря которому турист с легкостью будет путешествовать по стране. Составлены новые маршруты, реклама культурных и исторических объектов. Привлечены эксперты для аттестации экскурсоводов. На совещании отчитались руководители ряда министерств и ведомств. Рауль Хаджиба поднял проблему укрытия туристическими объектами реальных доходов. В этом году, как и в Новоафонской пещере, будут установлены электронные средства контроля посещения туристов.
в Рицинском реликтовом национальном парке и других туристических объектах. Трагическая дата. День памяти жертв геноцида армянского народа отметили во всех армянских школах республики. В фойе Сухумской 9-й средней школы была открыта экспозиция с фотографиями на тему трагических событий начала 20 века, а также выставлены флаги стран, признавших геноцид. Памятные мероприятия были продолжены на Сухумской набережной у памятника Махаджирам. Участники шествия опустили в море цветы. По оценкам международных организаций, в 1915-1923 годах было убито около 1,5 миллиона армян. Из Абхазии в Крым для переговоров с производителями строительных материалов в Абхазию приехали представители российской строительной компании ВАТ. На встрече обсуждались планы по поставкам инертных материалов из Абхазии в Крым. Представители ВАТ отобрали представленные абхазскими производителями образцы строительных материалов для проверки их качества. Если материалы соответствуют необходимым нормам, переговоры будут продолжены. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Мы возвращаемся к теме сохранения историко-культурного наследия Абхазии. Бела Кварчия расскажет, почему эта проблема настолько актуальна для нашей республики, и напомнит о громких фактах разрушения памятников архитектуры, которые происходили в разный период. Пока на международных форумах идут поиски эффективных способов защиты памятников культурного наследия, многие объекты этого наследия подвергаются разрушениям, часть от времени, а часть от действий рук человеческих. На протяжении нескольких последних лет Абхазия лишилась многих уникальных памятников архитектуры, значимость которых для культуры страны трудно переоценить. Практически безвозвратно утерян санаторий Смитского, редкой красоты здания, постройки начала XX века, просто растащили на кирпичи. На месте исторического здания по улице Ардзенба, построенного в 1902 году известным архитектором Бодрахом в стиле, характерном для Сухума конца XIX – начала XX веков, сегодня завершается строительство здания в адлеровском стиле. Судьба одного из красивейших исторических зданий в Гудауте также оказалась безрадостной. Владелец объекта полностью разрушил его для дальнейшей перестройки. Сейчас идет суд, который будет квалифицировать его действия, но это уже частности. Тревожная тенденция, формировавшаяся на протяжении десятилетий, принесла свои плоды. Республика безвозвратно утеряла красивейшие памятники архитектуры. И не только это. Проблема гораздо шире. От несанкционированных действий людей страдают природоохранные зоны. Искажается архитектурный облик прибрежных территорий, исторических центров городов. Никакие призывы к собственникам зданий, никакие запреты со стороны соответствующих ведомств не приносят результатов. Так же, как и в последней нашумевшей истории со строительством очередного заведения общественного питания в парковой зоне на берегу моря в Сухуме. Именно поэтому столь важна и актуальна тема международного форума, где абхазские специалисты постарались осмыслить мировой и, в частности, российский опыт в конкретных механизмах, которые помогли бы изменить ситуацию. Не случайно на конференции обсуждали проблемы оценки, страхования, экспертизы памятников архитектуры, порядка возмещения ущерба, нанесенного ему, меру ответственности нарушителей и режима охраны объектов историко-культурного наследия. Сохранение культурного наследия наряду с другими факторами – это необходимое условие обеспечения нашей идентичности, нашего культурного многообразия, которое по крупицам формировалось в течение очень многих тысячелетий. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала фразу, которая как-то врезалась в мое сознание, и я хочу ее вам процитировать, что защита культурного наследия – это не только вопрос культуры, но это императив безопасности. Речь шла это было связано в связи с теми войнами и вызовами, которым по сохранению культурного наследия, вы знаете, Пальмира, там еще другие памятники, но я применяю это и к нашей ситуации, несмотря на то, что прошло 23 года после окончания боевых действий в Абхазии, наше культурное наследие находится практически, сталкивается с такими вызовами, которые можно применить и эту терминологию. Специалисты Министерства культуры Абхазии практически завершили непростую и трудоемкую работу по составлению перечня архитектурных памятников республики с указанием технического состояния каждого здания. Это уже отправная точка для того, чтобы оценить возможный ущерб объектам со стороны собственников. И еще, ведомство лоббирует принятие градостроительного кодекса, который сможет регулировать правовые аспекты охраны памятников архитектуры и даст государству больше возможностей для контроля. Главное, чтобы все эти действия не запоздали, так как в данном случае время работает против нас. Бела Кварчия для событий недели.
Уважаемые телезрители, проблему сохранения историко-культурного наследия мы будем обсуждать с заместителем Департамента госохраны культурного наследия Министерства культуры России Георгием Сытенко. Здравствуйте, Георгий Игоревич. Здравствуйте. Очень рады видеть вас в Абхазии. Тем более вы приехали обсуждать такую очень актуальную для Абхазии проблему уничтожения памятников архитектуры, историко-культурного наследия. У нас так сложилась практика, к сожалению, что в выходные дни владельцы многих домов уничтожают памятники архитектуры. Нам приходится уже в торопях решать эти вопросы, а памятника уже нет, разрушен. У вас был доклад на тему, я зачитаю, «Новые тенденции и направления развития права России в области охраны культурного наследия». Вот нам интересно, какой опыт был бы полезен для Абхазии вот в этой области? Проблема, которую вы описали про выходные дни, она не нова. Нам она тоже понятна. И, в общем-то, сказать, что у нас есть выработанное готовое решение, которое мы можем предложить, наверное, это будет неправильно. Нас, в общем-то, чтобы мы с вами понимали, мы сегодня это позиционируем весь день, мы не приехали никого учить. Мы приехали в режиме диалога обмениваться опытом и обмениваться впечатлениями от правоприменительной практики и от новых наработок закона. Значит, действительно, мы с коллегами, немножко забегу, может быть, вперед, мы с коллегами не первый раз проводим подобные мероприятия. И вот уже вторая конференция в Абхазии такая проходит в Сухуми, и несколько мероприятий разного формата проходило с участием наших коллег из Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Российской Федерации. И, в общем-то, я могу сразу сказать, что опыт очень положительный и очень полезный для двух сторон. Какие были предприняты практические шаги по сохранению памятников со времен из того, что я конференции? понял, из того, что я понимаю, коллеги обратили внимание на некоторые наши предложения относительно законодательства, скажем. Какие конкретно? Что они сегодня нам рассказывали? Например, они внимательно смотрят за развитием наших программ поощрения арендаторов и поощрения пользователей объектов. То есть добросовестных владельцев. Да. Начнем с того, что сегодня ваш президент очень правильно и очень верно отметил, здесь, как говорится, не добавить, не отнять, о том, что одними запретительными мерами мы не разрешим ситуации в наследии. Причем я это могу 100% подтвердить, потому что по роду своей работы я отвечаю как раз за надзорный блок, я курирую инспекционные подразделения в Министерстве культуры, и как раз я сталкиваюсь со всем негативом, который приходит по линии охраны культурного наследия. И могу сказать, что да, действительно, если мы будем говорить только о запретах, об увеличении санкций, об усилениях ответственности, мы не решим вопроса, потому что все равно будет какая-то попытка уйти от наказания, включаться какие-то ресурсы, рычаги, юридические тонкости. Все равно это некий круг. Замкнутый в конце концов. Сегодня, опять же, мы это обсуждали на примере объектов археологии. Самые наши уязвимые объекты. Если объект поврежден или уничтожен, мы можем поймать за руку, мы когда-нибудь... я имею в виду наших коллег в Абхазии и, собственно, моих коллег в России. Мы можем поймать за руку, мы как органы охраны, мы доведем дело до суда, мы человека накажем, оштрафуем, вполне возможно, он получит уголовную ответственность, уголовное наказание, но объект уже уничтожен или сильно поврежден. То есть мы потеряли как минимум информацию, а как максимум сам объект. Поэтому та же ситуация в принципе и по объектам архитектуры. Чуть лучше, потому что там что-то можно попытаться восстановить. Но в любом случае это будет новодел воссозданный, а не, собственно, исторический объект. Зачем мы вообще охраняем памятники? Потому что есть вопросы. Понятно, как мы для себя это понимаем, как органы охраны, нам нужно это донести до населения. Да, кстати, очень интересный, отвлекусь, очень интересный сегодня был момент в докладе коллег из Министерства культуры и охраны наследия, конкурс детских сочинений. То есть мы, вот, честно говоря, мы до школ пока не дошли еще. Мы пока находимся на уровне молодых специалистов, студентов, реставраторов, молодых историков, но никак не до уровня школ. Очень интересное начинание, вот над ним стоит серьезно поразмышлять. Что коллеги у нас посмотрели? Коллеги посмотрели у нас, в общем-то, нормы, вот, по поводу поощрения добросовестных пользователей. Льготная арендная плата, компенсация даже собственникам объектов их вложенных средств на реставрацию. Пока у нас самих эта норма не работает, мы работаем над тем, чтобы эта норма заработала. Как это не, может быть, смешно звучит. Но такая норма существует, мы пытаемся сейчас ее запустить, найти под нее деньги. Вот коллеги тоже внимательно изучают этот процесс. Коллеги внимательно смотрят на так называемую программу льготной аренды за 1 рубль за квадратный метр.
Это, что это значит? Это очень интересная программа. Если мы говорим о руинированных либо находящихся в неудовлетворительном состоянии объектах, в основном это неудовлетворительные объекты, они сдаются под условия их реставрации на 5 лет по определенной тоже льготной ставке. После чего, если за 5 лет, а если раньше, значит еще лучше, арендатор, который вложил свои деньги в реставрацию объекта, он имеет возможность в течение определенного периода времени, там, по-моему, 20 лет, если не ошибаюсь, имеет возможность платить арендную ставку 1 рубль за 1 квадратный метр. При этом ему разрешается сдавать здание в субаренду. Его изначально хозяйственное использование здания не оговаривается. Понятно, что мы говорим о том, что само по себе здание диктует некий перечень хозяйственных возможностей под него. Ну, например, человек хочет сделать там гостиницу или ресторан. Если приспособление объекта под современное использование повредит объекту, мы не разрешим ему там делать гостиницу или ресторан. Но если мы говорим о том, что это не повредит объекту, это можно, особенно если это исторический, ну, например, это был всю жизнь исторический ресторан, который стал объектом культурного наследия. По каким-то причинам он доведен до неудовлетворительного состояния. Приходит желающий арендатор, говорит: ребята, я это беру, я это делаю, причем зачастую делать быстрее, чем за 5 лет. Естественно, под очень плотным контролем органа охраны памятников. То есть там весь процесс поэтапно проверяется и контролируется. Принимаются работы, орган охраны памятников удовлетворен. Пожалуйста, оговоренный законом и договором срок, ты можешь платить 1 рубль. То есть аренды. Это один из способов сохранения исторических зданий, тех зданий, которые находятся под охраной государства, для охраны их у государства просто денег. Ровно так. Да, это один из способов привлечь добросовестного инвестора, который сможет это делать. Теперь мы сегодня это обсуждали. Не надо бояться слова инвестор. Инвесторы бывают разные. Еще раз повторюсь, я как начальник контрольного блока, в общем-то, должен их бояться больше всего. Любых приходов, любых денег на объекты, потому что деньги – это всегда желание приспособить под современность. Желание приспособить под современность должно быть сделано столь аккуратно и со столь высоким уровнем уважения к памятнику, чтобы его не испортить. Вот найти эту тонкость всегда очень сложно. Здесь, знаете, очень тонкая грань, далеко не каждый наши коллеги-проектировщики и наши коллеги-реставраторы, к сожалению, не все наши коллеги-реставраторы, я не хочу никого лично обидеть, но есть у нас там случаи. Значит, сами понимаете, я был бы без работы, если бы у контрольного блока не было случаев, когда наши коллеги-реставраторы не тонко относятся к объекту. Мне работы хватает, поверьте. У нас еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Стоимость памятников не определена. И в случае их разрушения, повреждения, изменения их облика, государство не знает, какой размер штрафных санкций применить. Здесь 2 ошибки. Когда говорим слово ошибка, это значит, лежали грабли, мы на эти грабли уже наступили. Грабли нам мы этот путь прошли. Да, мы этот путь прошли, мы уже знаем, что сюда ходить не надо. Значит, ошибка первая заключается в том, что никогда не нужно привязывать размер причиненного вреда объекту. Мы специально ушли в нашем праве, в российском, от слова ущерб, потому что ущерб всегда выражается не просто в материальном составляющей, а ущерб выражается в деньгах. Мы в отношении нескольких видов охраняемых ценностей, в том числе объектов культурного наследия, применяем слово вред. Потому что вред не всегда выражается в деньгах. Материальный вред от рубля и выше, от 1 копейки и выше. То есть мы можем в принципе исчислить материальный вред. Да, можем, значит он уже причинен. Соответственно, дальше, да, мы говорим о размере вреда, к этому сейчас вернемся, как его посчитать. Мы говорим о, скажем так, перспективах дальнейших этого объекта, о проблемах возможных, которые здесь возникают. Но в любом случае факт причинения вреда есть. Значит, уже можно говорить либо об уголовном, либо об административном наказании. Возвращаясь к размеру, как его считать? Это еще один момент. Значит, мы считаем, и в общем-то эта модель, наверное, она одна из лежащих на поверхности. Ее, наверное, тоже коллеги изучают, воспринять, не воспринять ее в абхазском праве. Мы считаем от стоимости реставрационных работ, если мы говорим о здании, и мы считаем от стоимости археологических спасательных работ, если мы говорим об объекте археологии. То есть сколько будет теперь стоить починить то, что вы, ребята, там сломали, либо если вы молодцы, так хорошо покопали объект археологии, что теперь его нужно срочно спасать, сколько будет стоить теперь за вами докопать правильно ученым, чтобы хоть что-то не потерять, хоть какие-то остатки того, что вы здесь уже наворотили, хоть как-то спасти. Вот дальше все рассчитывается, и вот, собственно, размер вреда. Но не надо путать штраф. Это, знаете, есть такой вот момент, на самом деле, очень часто его путают. Штраф и компенсация.
Компенсация – это вот как раз оплати родной то, что здесь наворотил. И по нашему праву это потом регрессом выставляется тому, кто сделал. То есть совершил правонарушение либо преступление. Вот ты поломал, простите, сразу такой простой язык, объект. Поломал ты его там на 20 миллионов рублей. Давай восстанавливаем. Мы восстановим, ты потом нам оплатишь это. Или потом по суду мы будем уже дальше с тебя эти деньги требовать. А второй вариант – это штраф. Штраф – это просто форма наказания. То есть плюс к тому, что ты все компенсировал, ты еще теперь заплатишь штраф государству. Вот у нас вот очень, очень интересная история сегодня обсуждалась. То, что нам стоит подумать, и нам уже России стоит подумать, мы для себя это все пометили. Это некий фонд, который создается у вас по последним изменениям в закон. Фонд денежный, куда будут в том числе поступать штрафы за нарушение законодательства об охране истории культурного наследия. Эти деньги потом пойдут на реставрацию уже от имени государства. У нас, к сожалению, это немножко не так. У нас деньги идут в доход муниципальных образований, муниципалитетов, где совершено правонарушение территориально. Но получается, что деньги, которые заплатили за нарушение закона о охране памятников, они, собственно, в систему охраны памятников не возвращаются. Это не очень хорошо, вот об этом уже наши депутаты думали, об этом мы разговаривали. Вот, это к вопросу о том, как мы обмениваемся и к чему приводят конференции. Мы для себя сегодня пометили о том, что, в общем-то, было бы неплохо изучить эту норму, как она сейчас заложена в ваш закон или в законопроект. До конца вот не очень было понятно, но уже только находится в стадии принятия, но мы это выясним, естественно. И уже дальше с нашими депутатами Государственной Думы обсудить вопрос о том, что, может быть, мы эту норму воспримем в том или ином виде. Вы вот выше говорили о льготной арендной плате для добросовестных владельцев, да, которые по всем правилам восстанавливают объекты. А я бы хотела еще поговорить о том, какой опыт был бы для нас полезен формирования государственно-частного партнерства по реставрации вот таких вот объектов историко-культурного наследия? Знаете, мы тоже находимся в неком начале пути по государственно-частному партнерству. Оно у нас тоже в стадии разработки находится. Прямых вот форм, когда государство вместе с частником вкладывается одновременно там, на каких-то определенных паритетных правах, либо 50 на 50, либо как-то по-другому в реставрацию, пока таких у нас форм тоже нет. Это, к сожалению, связано с нашими особенностями бюджетного процесса. Значит, мы можем пока только говорить о том, что либо мы где-то привлекаем волонтеров, это у нас история последних нескольких лет, это волонтерское движение. То есть волонтеры, кто, в общем-то, готов либо за свои деньги, либо каким-то образом за негосударственные, небюджетные деньги, небюджетных фондов восстанавливать объекты культурного наследия, они могут привлекаться к нашей работе где-то как-то. Что значит где-то как-то? Здесь есть, опять же, тонкая грань, где эти волонтеры знают, умеют. Это специалисты, либо под контролем специалистов люди что-то будут делать. И где-то просто некие энтузиасты, которые могут сами что-нибудь сделать не очень хорошо, потому что здесь очень тонкий момент, сами понятно, не навреди, здесь, конечно, не медицина, но очень близко к медицине. Восстановленный, да, на 50-60% объект, он уже наводил или все-таки он будет представлять историческую Знаете, ценность? Он будет, кстати, как относиться к... Я понимаю, о чем вы говорите, и так. Это же называется, кажется, нам нужно для себя решить этот вопрос. Законодательно, мы в России решили, что это будет объектом. Почему? Чтобы не сносили. То есть даже земельный участок, на который здание снесено, все равно продолжает оставаться для нас территорией и, собственно, объектом культурного наследия. Даже есть конкретные примеры, когда снесли в незапамятные времена, потом попробовали построить, а это запрещено, потому что он из реестра, даже вот эти оставшиеся там 4 кирпича не исключены, и у людей есть конкретные уголовные сроки за то, что они пытались таким образом обойти закон. Но это, скажем так, одна из форм. Но в любом случае, я понимаю, о чем вы говорите, созданный, восстановленный объект. Спорный момент, я понимаю, что есть кто готов со мной поспорить, но давайте скажем так. Все зависит от того, во-первых, что мы изначально охраняли. Архитектуру или некую историческую мемориальную компоненту. Потому что, конечно, если мы говорим о мемориальной компоненте, если это дом, в котором жил уважаемый человек. Да, то есть дом с историей. Дом с историей, да. И, конечно, если этот дом разобрали до кирпичика, а потом воссоздали нечто похожее, то это, в общем, уже не тот дом. Даже если формально по закону он будет защищен, но это дом, который стоит на месте того дома, в котором жил уважаемый человек. Давайте быть честными между собой. Если мы говорим чисто об объекте архитектуры. Объект архитектуры можно восстанавливать по-разному, опять же. Можно восстанавливать, как это не смешно, в 21 веке мы вполне можем восстанавливать методами старыми. Мы их знаем. В том или ином виде, лучше, хуже, но есть материалы. Есть такие реставраторы. Да, есть такие реставраторы, есть материалы, есть квалификация, есть знания и есть понимание технологий. Угу. Да, вот если мы, соблюдая те технологии, соблюдая методики, соблюдая материалы, сделали то же самое, и мы, еще раз говорю, мы говорим об объекте архитектуры. Да.
то, наверное, это то же самое. Это, конечно, с исторической точки зрения не то же самое, но это максимально приближено. То есть, по крайней мере, как предмет музейного показа, исторического показа, это предмет сохраненный. В 2015 году в Абхазии был принят государственный список объектов историко-культурного наследия. Началась инвентаризация, очень сложная работа, которую проводит Министерство культуры, в частности, Департамент по историко-культурному наследию. В ходе инвентаризации выявлено порядка 1500 уже таких объектов, 700 где-то объектов уже получили необходимый пакет документов. Какие еще нам нужно предпринять шаги по эффективному сохранению памятников архитектуры? Что еще нужно делать? Чтобы мы здесь рекомендовали, опять же, исходя из нашего опыта. И, кстати, вот сам себя перебью, ведь коллеги общаются не только с нами, коллеги общаются и у нас. На наших мероприятиях есть возможность общаться с представителями международных организаций и представителями наших иностранных партнеров. И я точно знаю, что коллеги из Министерства культуры и охраны наследия, они взаимодействуют с европейскими структурами, у них есть возможность посмотреть, как это все происходит в других странах. Это не только двухсторонний российско-абхазский опыт, это более широкий опыт. Так вот, что мы, наверное, рекомендовали бы посмотреть? Во-первых, определение границ территории объектов. То есть, любое здание, оно не висит в воздухе. Под ним всегда есть земля. Эта земля, она должна быть четко определена. Сколько этой земли относится исторически к данному объекту. Это отмостка. И, соответственно, вот впритык там 3 функциональных метра, как по российскому праву, или сколько там, или достаточно большая историческая часть. У нас, например, по нашему праву, граница территории – это самый предельный режим, где практически ничего нельзя делать, за исключением того, что идет во благо объекту культурного наследия, и то это требует предварительной экспертизы специальных историко-культурных экспертов, аттестованных министерством. Они смотрят проект и говорят, не причинит ли это вреда объекту культурного наследия. Можно здесь это делать. Плюс, естественно, границы... То есть, получается, это несколько уровней защиты. Да. Потом дальше, если мы отходим от границы территории, там идут несколько уровней зон охраны, чтобы не вдаваться. Я так понимаю, что у нас с вами в этом отношении законодательство совпадает. Там охранная зона, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта, они, в принципе, совпадают примерно с тем, что у нас, тем, что у вас. Соответственно, эти зоны должны быть определены. Ровно тот же процесс идет у нас до конца 2018 года. Мы должны провести инвентаризацию объектов. У нас процесс тоже идет. Определить по возможности границы территории, границы охранных зон, чтобы было понятно, вот, правила игры. Причем они нужны всем. Они нужны и населению, и они нужны строителям. Они нужны, в общем-то, при строительстве линейных объектов. Это все нужно. То же самое. Ничего другого здесь. Потому что, в принципе, как сегодня заместитель министра культуры Кабахия правильно Батал Самсонович отметил, абсолютно большинство вызовов и угроз у нас не даже двухсторонняя, не российская, а абхазская. Это международная ситуация. Это везде так. И, скажем так, с учетом вот последней ситуации в Пицунде, которая у вас была несколько дней назад. В Пицунда-Мюссерском заповеднике. Да. В общем-то, мы тоже с землями музеев-заповедников сталкиваемся. Проблема эта у нас тоже есть. У нас есть, в общем-то, необходимость. Сейчас мы занимаемся уточнением правового статуса музея-заповедника, что это такое, это учреждение, музей, это некая защита земли, или это музей и защита земли одновременно. Тут очень тонкие моменты, особенно у нас по земельному праву есть свои тонкости. Но, скажем так, из Сухума, как и из Москвы, совсем не уследить. Поэтому, если говорить о каких-то вот моментах, которые бы неплохо было сделать, помимо того, что все откадастрировали, все нанесли на карты, сообщили об этом в кадастровые палаты, в кадастровые органы, определили все границы, везде все есть. Дальше нужно проверять, естественно, соблюдение. Сегодня этот вопрос, кстати, обсуждался, и, собственно, наши коллеги из общественных организаций, абхазских, наши коллеги из Министерства культуры как раз говорили о том, что было бы неплохо подумать о ответственности местных руководителей и местных органов власти. Они тоже несут ответственность, да? Вот, то есть при их молчаливом попустительстве происходит. Точно так, да. Хотелось бы, чтобы они, сказать, у нас ровно та же самая ситуация, мы обсуждаем сейчас вопрос постоянной ответственности губернатора за охрану культурного наследия, усиление ответственности муниципальных образований за охрану культурного наследия, потому что есть очень много разных негативных примеров. Именно где-то при молчаливом попустительстве, где-то рукой махнули, где-то дали
негласную команду по телефону. Отмашку, да. Отмашку, да. Вот чтобы эти ситуации не возникали, потому что количество людей на охране памятников, что здесь, что у нас, очень небольшое, и поэтому надо как-то делить ответственность и делить, скажем так, пригляд. Вот этот. Есть ли в практике, когда за разрушение памятника историко-культурного наследия люди получали реальные сроки? У нас, да. Мало, но есть. Почему мало? Очень сложно доказывать. Вот это опять же вопрос. Нужно доказать, что человек знал и понимал, что он делает в отношении объекта культурного незнание наследия. Закона нет. Если бы то, о чем мы говорим, эта фраза у нас действительно существует, она у всех в голове где-то на подпорке забита, что незнание закона не освобождает ответственности. Но видите ли, в чем история? Опять же, если мы берем российское право. Значит, по российскому праву мы обязаны вывесить нормативный документ, то есть документ, имеющий общеобязательный характер, обязательную силу, для всеобщего доступа. Как ты воспользовался, это вопрос второй. Вот здесь очень часто просто уходит в административку по степени содеянного, либо, в принципе, вообще уходит из зоны ответственности. Его первый раз просто предупреждаем. Георгий Игоревич, у меня последний вопрос. В Абхазии много объектов, да, историко-культурного наследия, которые, по мнению наших экспертов, могли быть включены в ЮНЕСКО. Есть ли шансы в ближайшее время? Всех и всегда. В обязательном порядке. Вы знаете, я, наверное, скажу сейчас, я очень боюсь выйти за пределы того, что мне разрешает законодательство государственной службы говорить, мое российское. Вот. Тем более я очень не хочу обидеть абхазский народ, к которому действительно отношусь искренне по-дружески. Но боюсь, что ваша главная проблема сейчас – это ваше международное признание. Мы столкнулись с аналогичной ситуацией по объектам в Крыму. В Крыму один объект сейчас, это Херсонес Таврический его хора, находится на охране ЮНЕСКО, но ЮНЕСКО продолжает считать это объектом Украины. При этом единственное, чего мы смогли добиться, мы заложили в одно из решений одной из сессий, что ответственность за его нынешнее состояние несет Российская Федерация. При этом ЮНЕСКО продолжает воспринимать не только нашу информацию, но и информацию от органов охраны памятников Украины, которые ее мониторят по интернету. Что они там представляют, я не хочу вообще комментировать, не предмет нашего сегодняшнего с вами разговора. Нам прямым текстом прямо и откровенно объяснили, что, дорогие друзья, ЮНЕСКО – это структура ООН. До тех пор, пока на уровне ООН факт того, что Крым – это Россия, не признают, а там было, чтобы вам не соврать, 5 или 6 объектов заявленных. Бахчисарайский ханский дворец, Генуэзская крепость в Судаке. Кстати, насколько я помню, это тоже предмет для очень интересного разговора будет на самом деле. Значит, ваши генуэзские объекты, которые есть на территории Абхазии, предполагались в некую комплексную программу. Здесь, правда, меня могли, конечно, обмануть, но когда мы об этом разговаривали в Крыму, но была некая комплексная программа с итальянцами, вроде как, по включению сразу нескольких объектов генуэзской архитектуры на территории Абхазии, на территории Республики Крым, Судакская крепость, у нас есть еще несколько объектов на территории России, в некий единый пул объектов, потому что это уже, так сказать, разговор не просто об одиночно стоящих западноевропейских строениях на территории Восточной Европы, Северного Причерноморья. Это разговор о неком итальянском культурном походе, что называется, на восток, и это интересно. То есть вот об этом можно вполне думать. Действительно, кстати, я соглашусь, у вас есть объекты, которые стоят ЮНЕСКО. У вас очень много таких объектов. Но боюсь, что политически вам скажут, я боюсь предсказывать, но думаю, что такая ситуация возможна. Политически вам скажут, ребята, извините, пока вот с ООН не разберетесь, пока вас не признают, там некое количество государств, как это положено, там какой-то там процент должен быть. Ну, соответственно, извините, но мы пока вас не можем включить. Ну, стучаться в эту организацию есть смысл. Не просто есть смысл, не просто можно, нужно. И нужно делать это постоянно. Нужно постоянно, что называется, тревожащим огнем напоминать о себе, что, ребята, мы есть, мы очень хотим к вам сюда. Мы знаем, что у вас очень насыщенный график. Спасибо, что нашли время, пришли в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, что позвали. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был заместитель департамента госохраны культурного наследия Министерства культуры России Георгий Сытенко. Мы продолжаем выпуск. Серьезная авария в районе Мюссеры. По предварительной информации, ДТП произошло около 2 часов ночи 29 апреля. Водитель автомобиля Nissan Skyline, двигавшийся на высокой скорости, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Пострадали все трое находившихся в машине. Водитель и один из пассажиров находятся в тяжелом состоянии в больнице. К сожалению, это не единственная авария, которая произошла за прошедшие сутки. Пресс-служба МВД Абхазии сообщает, что поздно вечером 28 апреля в Голрипском районе произошло ДТП, предположительно по вине водителя автомашины ВАЗ-2107, который совершал поворот в неположенном месте, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки Honda Accord, двигающегося по своей дорожной полосе в направлении Сухума. Автомашина ВАЗ-2107 загорелась, силами МЧС была потушена. Водитель с ушибами различной степени тяжести был доставлен в республиканскую больницу, а водитель автомашины Honda Accord после оказания первичной медицинской помощи был отправлен домой. Авария с трагическим исходом произошла в селе Моква Чимчирского района 29 апреля примерно в 7 утра. Водитель автомашины ВАЗ-21013 не справился с рулевым управлением, выехал на обочину встречного движения и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте. Еще одна страшная авария. 29 апреля в 5 вечера в районе объездной дороги в Гагре погибли 4 человека, в том числе 2 малолетних детей 2 и 3 лет. После заключения автотехнических экспертиз и результатов проведения доследственных проверок по всем фактам ДТП будет известно о деталях происшествия. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.